вот впервые, мне кажется, такой вопрос языка, абхазского языка, государственного языка стало все-таки несколько политизироваться. До этого не было такого. В основном это были все-таки другого характера обсуждения. А сейчас вот такие даже в политическую плоскость это вышло, и это новое в этом. Хотя я давно занимаюсь этой проблемой, вот, но все-таки впервые я вижу политизацию вопроса языка. Это симптом чего-то, я думаю, большего, чем просто вот эта инициатива. Конечно, здесь нельзя быть максималистами, здесь нужно подходить очень деликатно, эта тема очень деликатная, очень осторожная. Тем не менее, нужно быть и принципиальнее. Надо защищать государственный язык, естественно, от забвения. А ситуация с языком абхазским мы знаем, какая. В бедственном положении абхазский находится, и без государственных мер по его поддержке, в том числе и вот таких мер, которые повышают его статусность, его значимость, его престиж, правда же, на уровне парламента, хотя бы, может быть, действительно разработать некоторую шкалу языковой компетенции. То есть нужны критерии для определения знания или незнания языка, правда же? Тем более, насколько это должно относиться ко всем, и к абхазам, и не абхазам. Здесь тоже, мне кажется, тоже требует дифференциации. И вот я предлагаю разработать, скоро поступит письмо из парламента в ЦСИ, официальное письмо, где нас попросят создать такую вот шкалу компетенции, оценки компетенции языковой, которая существует во всем мире на самом деле. Вот. Допустим, элементарный уровень, когда просто человек может читать вывески на абхазском языке. Базовый уровень, когда человек может говорить какие-то фразы, как дела, сколько тебе лет, как тебя зовут и так далее. Вот. Свободный уровень, когда человек свободно общается на языке, говорит. Вот. И профессиональный уровень, когда человек может говорить профессиональным языком о любой теме, которая затрагивается, в частности, в парламенте. Вот. И, кроме того, я считаю, что еще два аспекта здесь есть. Первый аспект, то, что нельзя относиться и к абхазам, и к неабхазам одинаково в этом отношении. То есть, скажем, если человек не абхазец этнически, то, наверное, все-таки вот базовый уровень был бы достаточно для того, чтобы он получил сертификат после после экзамена, скажем, то дал бы им возможность баллотироваться в абхазский парламент. Потому что если ты хочешь стать частью абхазского политикума, да, заниматься политикой в Абхазии, абхазской политикой, ты должен знать государственный язык на каком-то уровне. Это несомненно.